На сегодняшний день гидрологическая обстановка развивается таким образом. Активная фаза сейчас, особое внимание, вернее, сосредоточено у нас по реке Лена. Это Хангаласский район, городской округ город Якутск и Намский район. По реке, также по реке Алдан, по реке Амга. В настоящее время по реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Хангаласского района и городского округа город Якутск. В настоящее время уровни воды поднимаются. Наблюдается повышение уровня воды, и лед в настоящее время остановился. В связи с этим происходит повышение уровня воды. В ближайшие сутки мы прогнозируем повышение уровня воды и выход воды на пойменную часть. Поэтому мы еще раз обращаем внимание на население наше и всех жителей на обеспечение собственной безопасности, безопасности своих граждан, а также безопасности домашних животных, сельскохозяйственных животных, коров, лошадей. Поэтому заблаговременно необходимо отогнать на безопасное расстояние. Также ситуация сложная у нас сохраняется по реке Амга, это на территории Татинского района и Чурапчинского, где активная фаза в настоящее время проходит. В настоящее время потопленными также остаются населенные пункты в Чурапчинском районе и в Татинском районе. Мероприятия все по развертыванию пункта временного размещения организованы, они развернуты. Имеется продовольствие, имеются продукты питания, имеются медикаменты, имеется вода. Также на возвышенные места и в безопасные районы отогнан домашний скот, крупнорогатый скот, лошади на возвышенные места. По реке Алдан в настоящее время в Усмайском районе на вчерашний день было произведено один подрыв, было израсходовано более 1,5 тонн взрывчатых веществ. Эффект: затор был разрушен. Данные подрывы повлияли на разрушение затора опасного участка. И в настоящее время мы наблюдаем спад уровня воды и освобождение населенных пунктов от воды. В настоящее время остается всего лишь потопленными 20 дворовых территорий на территории Усмайского района. Это в населенном пункте Эльдикан. Населенные пункты Жанцы и Купцы уже освободились от воды. Жители возвращаются в свои дома. Организована работа по спасателям, по оказанию адресной помощи, по населению, по просушке домов, по доставке вещей и возвращению жителей в свои в свои жилые дома. Также на сегодняшний день, вчера было доставлено гуманитарный груз, это продовольствие. Ан-26 полярных авиалиний было выполнен рейс и доставлены палатки, доставлены печи, доставлены постельные принадлежности, также доставлены продукты питания и доставлены медикаменты. В Усмайском районе также дополнительно еще развернут палаточный городок, развернуты пункты временного размещения. Продовольствие доставлено. На завтра планируется также доставка Ми-26 бортом МЧС России дизель-генератора, доставка продовольствия, доставка продуктов первой необходимости. На сегодняшний день также прибыла группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра на территорию Республики Саха-Якутия в составе 50 человек. Также у них имеются палатки, печи для автономного проживания в условиях паводка. Мы планируем эту группировку в настоящее время распределить в Намский район, это вниз по течению реки Лена от города Якутска, где также имеются затороопасные участки, где у нас имеются населенные пункты, которые подвержены угрозе потопления. Для проведения мероприятий по контролю, оказанию адресной помощи, проведению мероприятий для населения по переносу своих домашних вещей, по организации работы помощи в пунктах временного размещения, а также выставление постов для доставки людей, если на тот случай, если будут размыты дороги и не будет дорожного транспортного сообщения, будет организована переправа людей по населенным пунктам и в места, где произойдет промыв дорожного полотна.
В целом обстановка находится на контроле правительства Республики Саха-Якутия. Обстановку держит на контроле лично глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич. Работает правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя, первого заместителя председателя правительства, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексея Засимовича Колодезникова. Также развернут межведомственный оперативный штаб и правительства Республики Саха-Якутия на базе ЦУГС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. В целом группировки в настоящее время достаточно. Мероприятия все спланированы и проводятся.